Всем привет! Ну что, сегодня у нас 12 января. Короче, я тут заехал. Это улица, дорога, которая в аэропорт ведет. А смотрите, тут какая красотища-то, сауна. Я просто решил немножко тут поснимать. Мне надо вот в это большое здание зайти. Ну и по пути тут видосики заодно сделать. Зря поехал. Вам интересно тоже, наверное, будет глянуть. Но сегодня у нас чуть потеплее стало, градуса на 2-3. Сейчас температура 45 минус. Торговый центр, большие люди тут идут. Мы вот направляемся в этом направлении. Забор тут такой поставили. Вот здесь всякие разные магазины. Поэтому даже не буду ничего говорить, там снимать внутри тоже не буду. Ничего интересного. Обычный торговый центр. Площадка перед этим, перед торговым центром. Машины. И тут на машинах приезжают. Вот тут на третьем этаже, оказывается, большая фуд-зона. Зона питания. Тут что только нету. О, главное, KFC есть. KFC. Представляете, да? Это нормально. Летним варим, что тут только нету. Все тут можно, в принципе, нормально поесть. Так, посмотрим насчет цен. Что с ценами? Так, где у нас баскет? Так, вот такой вот 1300. Какой тут самый дешевый? Вот такой вот. Бургеры есть. Вот такие цены. Я не знаю, как в ваших городах, но у нас вот такие вот цены. Вот сейчас старый Новый год, можно, в принципе, тут что-то подкупить. Такое, что на вынос можно взять. Так, что тут еще есть? Десерты какие-то. А, вот тут все одним списком, да? Вот быстренько прокручу, и мы посмотрим цены. Такие соус, смотрите, 60 рублей стоит. Ё-моё. Что-то дороговато, по-моему. Картофельные снеки. Это какой объем здесь? А, можно скомплектовать. Смотрите. Угу. Курочка, вот вам курочка. Точно. Роллы. Угу. Бургеры. И вот эти баскеты, да, наборы. То есть самый большой это вот такой баскет. А что сюда входит, кстати? Такой вот состав: 10 крылышек, 30, кореновки, соусы по 60 рублей. Ну да, цены такие. Ладно, все понятно, в принципе. Даже южнокорейская кухня, суши-вок. А тут японские тортики. Со скидочкой даже 50% продается. Вся эта красота. Мороженое 33 пенсия. Бургер Кинг. Смотрите, практически у нас все есть. А здесь какие цены, давайте сделать заказ. Это и пропусти. Русский. Господи, что так долго-то?
Так, и быть в пакете, да? Новинки. Смотрим, какие тут новинки у нас. 400. Это такой бургер. Почти 500 рублей, слушайте. Бургер. 4, о, даже 600 рублей. О, премиум какой-то. 600. Так. Вопер вот такой. 389. Деканайзер. То есть еще получается самый дешевый. Это вот такой двойной вопер. Угу. Ну понятно. Так, а как тут выйти отсюда? Никита как? Корзину. Ну ладно. Пропустить. Так, тут еще наггетсы у нас есть, да? Ну да, тут хорошо. Если... А, это добавлять, да, надо? А вот это картофан деревенский 144 рубля. И такой обычный 104 рубля. Вот маленький 89. Так, а что такое? Премиум бургеры. Смотрите, какие есть. Сыра двойной премиум. Двойной вопер. Ну, я же смотрел. Снеки есть, да? Крылышки. 201. Наггетсы, кольца всякие. Да. Креветки. А как это убрать? Корзину за 1000. Как выйти-то? Информация. Добавить. А, вот крестик надо. Вот. Крестик нажал. Все. Креветки отдельные есть. Смотрите. Такие цены. Цезарь есть. Холодные напитки. Чай черный. Картофель. Вот тут соусы подешевле, слушайте, что ли? Десерты. Ну, десерты где? А, вот десерты. Шейки, да? Салаты. Жвачка. Пакетик даже можно взять. Ну ничего. Ну, посмотрели, да? Новинки я посмотрел уже. Премиум бургеры посмотрел. Острое меню отдельно есть. Смотрите, острое. Любители остренького. Ну, то есть можно что-то вот за 240 рублей купить. Самое такое простенькое. Наггетсы, вот такие цены. Картошка 104 рубля. Деревенский 160 рублей. Снеки. Ну, все, в принципе, понятно. Ладно. Вот он, Бургер Кинг у нас. Еще один есть в этом. Еще корейская кухня здесь. Тоже что-то продают здесь. Это салатики, морковки, булочки. И вьетнамская кухня. Смотрите, в Якутске тут все стало уже. Какая-то у них тут ихняя еда, чай продается. Смотрите, фирменный какой-то. Точно, вот такой 250 рублей. Такой продается 100 грамм. Интересно. Соус. Да. А это что такое? Не пойму. Сладости какие-то, наверное. Смотрите-ка, я тут что взял, короче, кофе вьетнамский и чай с артишоков. Короче, кофе и этот чай мне 950 рублей вышли. Короче, тут на третьем этаже вот такая зона. Тут, короче, детская территория, как бы, да, различные развлекательные
центры. Вот, видно, да? Игровые автоматы. А это кто такие? Смотрите. Вон они играют. Виртуальное все такое. Так, а нам туда надо спускаться вниз. Сейчас спустимся. Еще елка какая. Смотрите, видали, да? Куча банкоматов всяких. Так, и вот такой вот кофе я взял. Кофе, смотрите, вот. Кофе и чай из артишоков. Кофе тут полкило молотый уже кофе. Так что, в принципе, нормально, так сказать. Если оно качественное, кофе, то это просто замечательно. Я помню, просто тогда с Вьетнама кофе привозили. Ну, у нас же ездили отдыхать туда люди. Соответственно, привозили кофе, оно очень вкусное было. Вот сейчас я посмотрю, заценю качество. Так, ну и что, на выход? Все. Идем. Еще немножко поснимаю. Так, видали, тут двери какие суперские. Елочки. Вот эти елочки здесь. Здесь, кстати, напротив, вот там вот, если дорогу перейти, там парк Победы. Ну, смотрите, у нас уже какой-то 6-й час. И стемнело-то конкретно, поэтому смысл туда идти в темноту нету никакого. Там, конечно, надо идти, когда светло будет уже. Да и туман сейчас тоже мешает снимать. Так. Так, что за домик какой-то прикольный. Тоже что-то. А это типа кафе, да, какого-то, я так понимаю. Точно. Тут и надписи никакой нет. Просто вход и все. Смотрите, у них как мусорки убраны. Прикольно. Так. Ну теперь надо уехать обратно в город. Ураса, мол, вот здесь лес. Вот сам торговый центр. Тут большой торгово-развлекательный центр. Ну ладно, раз я снимаю, то я вам буду дальше снимать. Пройдемся немного. Улица в Авиапорт, которая идет. Движение постоянно такое интенсивное, может быть только ночью, утром здесь транспорта не бывает, а так обычно такой поток. Там еще в том направлении, если ехать, там у нас Жатай, Намцы, Марха, и новые поселки, новые поселения там, которые деревянные частные дома. Стоял целый район здесь еще. Смотрите, дом. Так вот идешь, и он прямо в темноте. Здесь, кстати, видно, когда самолеты в Якутск прилетают и улетают, их тут видно. Тут вот этот путь, короче, над ним они в той стороне снижаются или взлетают. Ну, обычно взлетают. Видел, они взлетали тогда. Сейчас полоса у нас полная, ну, полной длины. Это был ремонт, поэтому самолеты большие летают, которые прямиком до Москвы летят 6,5-7 часов, если по прямой. А то когда полосу ремонтировали, там она была короткая, и, соответственно, небольшие самолеты меньшего размера взлетали, которые могли с такой короткой полосы взлететь. Ну а сейчас вот они летают уже нормальные самолеты. Но в поймы долины Туймады после ниже 40
когда градусов температура опускается, всегда туман. Вот такой вот туман. А не знаю, раньше, когда был туман, самолеты садились в Магане. Это аэропорт небольшой, но там взлетно-посадочная полоса небольшая, и в данный момент они там не садятся. А раньше, ну, не знаю, лет 20-30 назад они там садились. Вот видите, одинокие люди нам встречаются, замерзшие, ну хорошо одетые, правда. Туман, как вы видите, сгущается. Вот как тут, смотрите, как вот можно ехать, да? Видимость это сколько? То есть, кто на автомобиле ездит, любители, им особо не разгонишься. Потому что тормозной путь-то, смотрите. О. Ладно, я прячу телефон. Автобусная остановка. Так вот люди выходят. Автобусы такие вот пазики. Преимущественно. Хотя сейчас парк обновляют, конечно. И они уже большего размера. Вот, в частности, вот такой вот. Такой новый автобус. Вот. Но это пригородные маршруты. Это какой 108-й автобус. Он едет. Я уже не знаю, куда едет, но куда-то пригородный. Короче. А вот это круговая развязка здесь. Мы видим круговая развязка. Как мы видим, транспорта сейчас здесь очень много. Здесь пересечение улиц сделали круговую развязку. Но сейчас вот, к сожалению, не видно. Там написано Якутск. Но из-за тумана, темноты не видно. А здесь что-то... вот видите, авария. На таком морозе авария. Так, нам надо вот до того здания добрести. А нет, они что-то просто стояли или что? Я уже не понимаю. Так, все, мне надо прятать. Потому что руки вообще замерзают жутко. Так, здание вот это вот. Тут там видео, короче, потом магазин этот больше-меньше. И нам надо зайти, короче, срочно. Иначе мне и тут не выжить. И телефону. А вон там, видите, да? Дружба. Китайский магазин или все, автосалон, я не знаю. Что. Пишите в комментариях, что это за дружба. Давайте панорамку сниму вот с этой точки. Раз уж я сюда зашел. А вот круговая развязка вот здесь вот. Сегодня у нас 12 января 2024 года. Город Якутск. Температура за бортом, сами видите, минус 46-47, где-то так. Яйца в Якутске 200 рублей. Десяток, да, новосибирские. И первой категории по 16 рублей штучка. Тоже Новосибирск первой категории. А это какой? Первой категории. В чем разница? Черт его знает. Эти, может, срок у них уже. Ну что, погрелись мы здесь вот в этом здании. Теперь давайте выходим в открытое пространство. Вот так вот все тут выглядит. С этой стороны здесь находится рынок столичный, а напротив вот там ресторан «Белые ночи». И вот тут по этому переходу, если пройти, там будет торговый центр Амсай, по-моему, там магазин такой есть. ДНС, Бубль-Гум, такого плана. Все. Да. Просто снимаю для вас. Кто хочет посмотреть, как в Якутске живут люди,
Вот такой вот переход, но это единственный в городе переход. Туда люди заходят, и вот так вот они проходят по такому переходу и по эстакаде. Вон там спускаются. Там же остановка, вот видно, не видно. Автобус останавливается, можно в город уехать. Так, а мы с вами идем. Вот смотрите, как красиво сделали, а? Обалдеть. Нету машин? Нету. Смотрите, какая красота. Столичный рынок. И тут было, конечно, много продаж перед Новым годом. Елки продавались. И что-то елки, конечно, дорогие. Раньше как приходишь на китайский рынок, и оно все такое дешевое, ну там торговаться, естественно, надо еще вдобавок. Скидывают какую-то небольшую сумму, но это дороговато для елок. Вот такая красота еще раз. Вам эту красоту. Мега распродажа обуви. И смотрите, в честь дня года дракона китайский. Но он еще не наступил, слушайте, китайский год дракона только 10 февраля наступает. Поэтому, ну, надо, вот кто хочет заказать что-то на Алиэкспресс, успевать до этого времени китайцы, потому что у них недельный отпуск, по-моему, они ничего не высылают, никаких заказов. Просто уходят все в отпуск. Все отдыхают, короче. Насколько я знаю, в это время нерабочие дни. И вот мы выходим на эту площадь. Площадь. Тут раньше было со всех сторон. Здесь елки продавались. Здесь елок было куча. А сейчас вот, рынок столичный видно. Вот только вот такие ларьки. Представляете, они зимой, вот в мороз минус 50 стоят и здесь торгуют. Вы представляете, да? Какая жесть. Кстати, вот с той стороны аэропорт. Сейчас стихли. Ну, очень такой сильный шум двигателей самолетов был. Их обычно ставят там на прогрев какой-то. Холодно. Перед тем, как самолет залетит, естественно, прогревает какое-то время. Но вот слышно, в принципе, ну, это шум улицы. Вот здесь вот крутой ресторан «Белые ночи», тоже китайский. Смотрите, вот здесь был раньше рынок. Ну, такой проходишь, когда ряды были. Но его убрали. Все. Не стало этого экстрим рынка, такого мини-рынка вот здесь. Его убрали. Потому что действительно люди стояли даже вот в такой мороз здесь. Его просто снесли. Потому что, ну, как бы, сами понимаете, 21 век. Век нанотехнологий, прорыв в космос, освоение Марса. А тут люди стояли, что-то продавали, какую-то одежду зимой. Это было, конечно, жестко. Да. Ну, получается, остался рынок, вот тот, который уличный, он на крестьянском рынке. Ну, там продуктовый рынок, там, понятное дело, что там продают рыбу, мясо, соответственно, которую необходимо хранить в холоде. И, соответственно, там еще остался этот рынок. Здесь вот остановка. Смотрите, видно, сколько времени осталось там ждать для какого-то автобуса. Автобусы тут интенсивно ездят, а здесь теплая остановка. Вот там люди спрятались. Там, кстати, займ можно взять, денежку, если он спичала. Быстро займ. Ладно, я уж тут сяду на автобус. Не буду я дальше пешком идти. Просто вам поснимаю вечер пятницы
январь месяц. Город Якутск. Ну вот так вот. 3 месяца мы живем здесь. В холоде, в тумане. У нас зима, считайте, с октября где-то, как снег выпадет, по апрель месяц. Ну, это, конечно, в октябре, ноябре теплее. Вот самые такие лютые месяцы это декабрь, январь и февраль. Скоро, кстати, будет крещение 19 числа. Так что, кто хочет крещение испытать на себе в самой лютой стуже, приезжайте в Якутск. Обязательно. Все грехи свои смоете сразу же. Вот на таком автобусе я приехал. Остановка Банковская. Ну, сейчас еще немножечко. Вот видите, конец рабочего дня. Такие потоки людей тут интенсивные сейчас. Тоже умная. А как это остановка показывает время. Кстати, тут что-то невероятное. Смотрите, пятница в Якутске пробка дикая на Дзержинском. Смотрите. Это вот. Это куда она, да? Идет, да? Там, где у нас дворец культуры. Интересно. До перекрестка с Богатырева Пояркова. Смотрите, какую шубу можно купить и в Якутске форсить. Вот она сколько стоит? С ума сойти можно. Лучше даже и не думать про это. Но женщины у нас не смотрят на цену. Как бы унты там надо купить, шапку, шубу. Это все обходится, я не знаю, 500 000, наверное, обойдется. Так что вот, я хотел все вам поснимать немножко. Поснимать, показать жизнь Якутска. 2 выходных будет. Так что всем удачных выходных. Еще раз. Приезжайте в Якутск на крещение, будет на линии. Там прорубь сделают, палатки поставят. И, значит, соответственно, там можно обряд крещения провести. По полной программе. Все. Так что у кого грехов там много накопилось, приезжайте смывать. Только вот в лютой стуже вы сможете в проруби, окунувшись, смыть себя. Все это. Теперь входим.